все время лето. Мы бы не знали, козырь новогодний этой. Хорошее настроение и здоровый дух – сопутствующий успеха любого человека. А когда оба фактора стимулируются массовостью, положительная реакция процесса нарастает многократно. Возможно, этим объясняется, что на празднике спорта многие уже не в первый раз. Ведь лыжня России – единственный в стране забег, где каждый может почувствовать себя профессионалом, потому что бежит наравне с ними. Мы практически встречаемся на лыжне каждые выходные, субботу, воскресенье. И плюс мы проводим акции также еще. У нас ведет год культуры и безопасности. Мы открывали именно год именно с массовым забегом не только наших сотрудников и работников, но и приглашали детей с детской и юношеской спортивной школы. Поэтому это здорово, замечательно. И надо быть, знаете, не совсем, наверное, правильным человеком, если жить в республике, иметь такую возможность, иметь такие площадки и не заниматься лыжным, не спортом, а хотя бы физкультурой, ходить на лыжах. А вот другой безопасник Александр Бурцев пришел на лыжню поработать. Сегодня его служба спаскоми обеспечивает порядок на трассах. Особенность любых гонок – их потенциальная травмоопасность. Случаи в практике данного комплекса заставляют оставаться бдительными. Основная наша работа, чтобы обеспечить безопасность, это когда большое количество людей, в данном случае сегодня, вы видели, что здесь есть достаточно крутые спуски и подъемы. Вот обеспечить безопасность конкретно на этих участках, когда большое скопление людей там находится. Здесь много тех, кого мы не привыкли видеть в лыжных костюмах и шапочках. Каждый из вип-участников гонки уверяет, с лыжами породнился давно и считает их главным нашим брендом. Не только потому, что мы – родина первых лыж. Спикер Госсовета в этом году даже побежала в общем старте. Я с общей массы выходила, лыжи ждала. А вообще трасса такая сегодня, так скажем, несложная. Несложная, детей очень много, это радует. Сердце колотится. Сейчас я пойду еще на 4,5. А мы подумали, вы специально, поближе к народу, так сказать, быть, чтобы... Я и правильно, И сколько вы пробежали сейчас? Ну, получается, 5. Вот здесь вот только немножко срезала. И сейчас я еще на 4,5 пойду. 10 надо сделать. Одна из главных особенностей этого зимнего сезона – то, что все соревнования лыжни России проходят в этом году в одно время. Прежде поведение лыжников корректировала погода. А именно мороз то и дело передвигал график проведения гонок, и получалось, что эстафета растягивалась на целые месяцы. Зато при желании принять участие в них можно было несколько раз увидеть и сравнить. В лучшие холодные годы, признается президент Федерации лыжных гонок, при таких обстоятельствах он сумел посетить сразу 3 лыжни. А вот выводы, которые после этого напрашиваются, скорее не праздничные, а рабочие. Конечно, хотелось бы большего внимания от исполнительной власти к спорту, особенно не к высшему достижению, а как раз к сельскому спорту, к ребятам, которые живут в деревнях, потому что там, конечно, есть проблемы с инвентарем, но я думаю, что основное внимание надо уделять, конечно, начинающим спортсменам, маленьким, и основное это, конечно, инвентарь. Еще одна грандиозная особенность этого года – гонка проходит в одно время с Олимпиадой в Пхёнчхане. Российская сборная там, конечно, ослаблена, и все, кто выходит на лыжню в такие дни здесь, в России, мысленно их поддерживает. Болеть за наших призывает Раиса Сметанина, человек, чьим именем и назван самый современный в республике лыжный комплекс. Всегда на любых олимпиадах появляются какие-то новые имена. Будем надеяться и все равно будем при любых обстоятельствах смотреть и болеть за них. А звезды-то откуда берутся? Вот из таких соревнований они берутся. Вот, может, будущие звезды, может, вот сегодня на старте стоят. Мы тоже так же начинали. Раиса Петровна, всем жителям республики пожелайте что-нибудь. Пусть встают на лыжи, что ли, не знаю. Вставайте все на лыжи, дышите свежим воздухом, занимайтесь спортом. В этом году в этих сыктывкарских забегах оказалось немало участников из других спортивных регионов России. Так совпало, что для них это еще и подготовка к российскому первенству по лыжным гонкам. Оно стартует уже 14 февраля. Роман Истомин, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.